гамнинненне омрытваль, леорайль амель. Меня зовут на чукотском языке омрытваль. Означает, переводится переходящее в крепкое состояние. Вот такое имя мне дали при рождении. И гмо геменгетиум эмнунг енменгеум гамнинепы теуринкео гамепекай рольтитваль. Я воспитывалась в семье у дедушки Теуринкео и бабушки Рольтитваль. Бутко такатлетком воак тангамтле орайт амел неветкау. Ну, до поступления в первый класс, так как я воспитывалась, как и все наши поколения, мы разговаривали только на чукотском языке. И по приезду в интернат мы начали изучать русский язык. Гомнина отли таэлхот, отля айнгат, там гомнина это макасых ватлет нкана сакеттонгна каргинтонгау лымган кана аренгаут мицекау сакеттонгун кама элленью кана Николая. Каната намкерген море гмо еперием эпена кама эпекайна. Я росла в многодетной семье, точно так же и кроме нас 4 детей, то есть 2 сестры младшие. Каргинтонгау это Валентина, потом Аренгау Тамара и брат Николай младший, вот Николай. И кроме этого еще были 3-4 как бы приемные. И так как я самая старшая, то меня взяли на воспитание, то забрали дедушка Теуринкео и бабушка Рольтитваль. Тангамгам нантлен мейнгетиум лерак. Тутакайна Теуринкеона, Рольтитвальна етейклин наппалуқан леран. Каманкелена тангаматлонгет нкин лена наматвамори лерак. Ледам нуупил анмори акпурга ледам нуимори тенелгумори нуинценмори теретемгак ледам напплавама леннин конпа янменгомори тетеалмори лемган кана минкан русская кошка кинкинетвамори минкан сама Мыргон таморе, ледам нянвенги море, лен литекитсен кана коран, лемга мемэлти мэл олен, ледам тангмэл омисер гамнан ли. Я росла, воспитывалась на русской кошке. Это было расположено было как смешано, ну как была культура, то есть это выпас оленей, вот. Это очень хороший был, такая территория была, что морской воздух, и олени имели, ну, 4 пальца, такой жир был, и помимо этого заготавливали мы рыбу ловили, юкола заготавливали, затем охотились на моржа, на тюленей, на нерп. И все это мы с детства, все это мы занимались, помогали.
нашим бабушкам. Вот. И те, которые воспитывали меня, дедушка с бабушкой, они мне сделали такую небольшую ярангу, но там было все настоящее. И спальное помещение, шкуры, и кастрюли, чайники. Короче, мы там дети, человек нас было 14, и мы вот занимались именно вот хозяйственной деятельностью. Вот дети, представьте себе, вот 5, 6, 7 лет, и мы вот занимались, постарше дети, которые приезжали на каникулы, и мы все в этой яранге, мы занимались, выделывали шкуры, шили, помогали нашим бабушкам ремонтировать, шить новые ретемы. То есть вся вот эта традиционная ремесла, традиционная вот эта пошив одежды, это мы все как бы все это с малых лет, это мы впитали. Вот. Ну, потому и у меня вот по роду деятельности я закончила Санкт-Петербургский педагогический университет имени Герцена, и теперь вот работаю здесь, во дворце. Ну, сама итакам мургин немакарор нмаянкин ngororgatte ngekket yautollinat lemnga ngororgatte umnin sakitto mun uingen ellin kama ngororgatte nine ekket matpirinat ekurgam tangmat yemeengellinat yekilit kuplkulnat nmigiseret kama qonplen amqanyautena imtsinjita ninai omgori tanginotak kama tangamlo raitlamel ninanmetian море лемнgan видео звонок лемнин kan телефонне по нветка море тангам лорайтламел калокма ли моргнан лин kan мургин сит нилил кама нканата намака мури матқипқал аатсан кама матанлаатсан нермаутетен кан мургин нилил. Я сама вышла замуж за Юрия Юрьевича, и мы оба чукчи. Вот. Юрий Юрьевич Амгоемской тундры, я здешняя, потому что я тут родилась. И мы родили 3 девочек. Затем трагически погибла младшая сестра, и 3 детей мы взяли на воспитание. Ну, стараемся, то есть девочки, все дети, они владеют языком, и хоть и живут по роду деятельности, то есть по семейным обстоятельствам, они живут в Приморском крае, в Краснодаре, вот, но тем не менее видеозвонки или так по телефону, по очереди мы ездим к дочерям, внукам, ну, стараются и сами дети, и мы тем более, чтобы наш родной язык, он никуда не делся, мы все время на родном языке общаемся. Вот. Я даже в этом году, у меня внук Гриша Долганов, у него, кстати, вот там 10-я часть только чукотская, эвенская и кирикская кровь. Вот такое смещение у него. Вот. Но он попросил у меня пособие на чукотском языке. Вот последний, 2-й выпуск, там вот Солодковой Галины Ильиничны на эвенском языке. Он говорит, я буду все учить. И вот по телефону общаемся, и он мне рассказывает, что он выучил именно вот эвенский, потому что чукотский, говорит, мы так вот общаемся, а уже он хочет уже быть, то есть продвигается. Вот. Сейчас он учится в 4 классе. Вот.
Ну, на самом деле, немакайва наппалауама конпа нинанлемури, нинеутемури, кама канута нинениулеумури, муры иул это нкана минкривал это минкривал инварген. Райнут это нинанлеқин это амкана илгэг. Амканата тагмал он кана крисмат немака ли нинантемури амал памгал тэнгет немака нетекмури вутцэл калцэл кан прерам лэмген кана панг канат он кан нетек канат пэлчик лэмгэ тирка хаматирик ненлякинат кан кым нетекакинат лэмгэ масвет немака канэлек вулка хоранматак нканатамал ли текитсэн кан мал оттамат нинауттакинатам кама нинаймеканат напаакаханат канута лерак нинаймеморе кама энмес тэнгеттин канат напааканат кама нинайоканат гэргэрсику кама вутку титанган кан январик месяц нпэлүүлэок кан нинанлемурин кан тирка каматирин кам канат нинаяаканат тэнгетти кан масвет лэмгэн кан кым вулка коранматак лэмгэ куттин кан намака лэмгэ намака эляру намака амал намака кутти тэнгеттин кан панг ниетейка канат калакма лис сэнгет кангаргнен кам каната конпа канота масомет мургинат караунцэл это лэмгэ сэд так матлонгет нгаргнет баканат каната мургинат эпакаинта конпа таунтэн о ниете тэнгет ниетейка канат амуринам канинани гулаумури. Все традиционно обрядовые праздники, календарные, чукотки, все взаимосвязаны и готовятся из мяса оленя. То есть, если, допустим, праздник Пыти, это зимнее солнцестояние, он проводится в декабре месяце с 21 на 22, когда только восходит самая яркая звезда, и вот в этот период готовится блюдо прером, потом кашица из зеленых листьев, это щавель, это ива полярная, вот долго проваривается и разминается ладонью, добавляется нерпичий жир, ягода, ну и бульон, если по возможности, если кто как хочет. Вот. А в основном вот эти блюда готовятся. Если в январе проводится праздник солнца, то там уже готовятся другие блюда. Обязательно готовятся такие вот небольшие кым-кым, это такие небольшие круглые такие фрикадельки. Их много-много готовят, потому что потом уже, чтобы... обряд связан с тем, что когда уже закончится обряд, и вот эти вот шарики, они как бы, скэмэнг, то есть деревянное блюдо, они как бы не выбрасываются, а просто подаются так, и что каждый должен взять кто сколько может эти фрикадельки. То есть и готовится сухое мясо, которое именно изготавливают его вот именно в августе, в сентябре, когда идет большой забой оленей с тонкой шерстью, который я вам показывала, такой пятнистый. А мясо, оно никогда не пропадает. То есть отделяются все ребра, отделяются все
лопатки, там все это отделяется, и остается одна мякоть, его вывешивают на улице, он там сушится, а потом заносится в ярангу и тоже опять-таки вывешивают, и оно коптится. И вот это вот мясо, оно цельное, начиная от лопатки и кончая до вот этой задней, да, вот она прям целиком, ее вот надо варить именно вот в январе месяце на празднике Солнца. Вот. Есть еще в феврале хорошее мероприятие, когда проводится, делят основное стадо, полностью делят на плодовое и на неплодовое. То после этого, после этих мероприятий, это очень трудоемкая работа. И после, когда по окончании этой работы, тоже там связано все с обрядом, забивается в начале, когда только гости приезжают, забивается олень, это только для кушания, вот, то, что вот как накормить, а уже во время проведения гонок на оленях упряжках, там уже забивается именно вот такой, ну, священное, вот то, что надо, вот. И варится кровь, только которого забили, вот эта кровь оленю, ее вот вместе с бульоном, то есть получается такой наваристый, и внутренний жир добавляется, и добавляется туда, это сейчас вот современные мы, то там муку добавляем, чтобы она так для густоты, кто вермишельку, кто так, а раньше, ну и сейчас мы придерживаемся этого, есть клайтония, чем больше цветов, такой белый, он как раз только на Нагорьях растет, и тем толще корень. Вот. И вот этот корень его тоже собирают, много его собирают, вешают, сушится, потом заносится в ярангу, коптится, и тоже отдельно прямо все в отдельных мешочках, все складывается и добавляется, именно вот этот корень добавляется, когда готовят суп, то есть кашицу из крови. Вот именно вот этот, когда проводится вот, когда разделение идет маточное поголовье, вот это в марте, и еще морозы сильно стоят, и вот готовится вот это блюдо. Вот. На Кильвей, это рождение первого олененка, или же сбрасывание рогов, там уже отдельно тоже другие блюда готовятся. В том числе добавляются все блюда, которые традиционно, но обязательно самое основное, это из зеленых листьев, вот эта кашица, делают фигурки оленей. Вот. И обязательно во всех обрядах, праздниках, если нет возможности стада далеко, вот, допустим, к примеру, то ророт, это 4-й желудок оленя, он как бы его как бы отождествляют, ну как бы вот, как будто оленя вот забивают. Допустим, у нас много родственников в Беринговском районе, вот Майнапыльина, они именно делают, то есть рыбу нерку, они его вялят, то есть разделывают, да, вялят, и прямо с головой. И вот как раз-то вот это как бы идет, как будто они оленя забили. То есть в каждом регионе получается свое как-то. И ну, тем и как бы очень богатая, интересная именно культура. Вот. Ну вот стараюсь вести детям эту вот культуру с добавлением обязательно именно родного языка. Вот. Потому что даже у меня тут сотрудники тоже, они вот зайду и начинаю здороваюсь, они мне отвечают тоже на чукотском языке. Даже вот спрашивают, допустим, мне Татьяна Львовна, они мне отвечают, Монко, то есть она там, наверху. То есть вот так вот уже, ну как бы, все-таки за 22 года работая тут уже как бы немножко
ну, они понимают, но могут ответить и когда на чукотском, когда на русском. Вот. Ну, стараемся, конечно, север, анин мури, конпе, некпен мури, от нремкиси мури, от минкри, колейнам намете, се орайт амет немека навер поморе, кана кетсет и кемтлилут тунгутом север немека конаute ир анленам қалоқумаллун қонпаниакиангил атқан наснигаходе кама север немеқан қан қонпа канутлен омете сама лен нтауян мури орал амелин қан авер паклимган гамнин луйоқа қан сан аутаун иут Краснодар твақан немеқа млен китсет немеқа титеки ан млен литангас атқан лен наарган лен нилқатқан накама тунгутум мелктаниқа қонпаланиоқан лен иукагмакаата немеқа минкривал ит қатеекэн. Ну вот стараемся традиционную одежду одевать, потому что у меня есть и комбинезон, и кемтлилу, то есть это кухлянка женская, тарбаза. Вот. И муж у меня, он уже лет 5 уже он как на пенсии, то есть и на снегоходе ездит в Амгоэму, Канчалан, Рыркайпи, Канергина, то есть он старается как бы Беринговский старается ездить и в Аеги, вот, и всегда одевает традиционную одежду. Во-первых, очень тепло, и все равно, ну, как бы мы тут, живя в пригороде, все равно очень, ну, как бы, ну, если оно с детства, если впитали мы, то, конечно, с удовольствием. И на рыбалку, вот, тоже, когда на корюшку, тоже всегда одеваем, вот, придерживаемся. Вот. И у меня вот 1,5 года внук живет в Краснодаре, я ему шила комбинезон, вот с этих же шкурок таких вот. И с удовольствием, правда, там кратковременная зима, но все равно ветра там сильные. И он с удовольствием прямо одевает и спит, и зять мне говорит, он русский, но всегда говорит мне, ну когда ты, мама, там мне сошьешь что-нибудь, вот, кухлянку или куртку, ну, вот. Вот, так что то, что меня вот всегда я благодарю свою бабушку Ростетваль, которая меня воспитала, вот. И он понинакет ойгам кан гамни напеха Ростетваль, кадок манан элкит лен кнут акален лен менгэум кама инмесман аргинит мангиткен нанмаллинген йинит нкана гумакен аллин камуиген нкана япелкаллин қалоқума яллиут тлингуулин камканата панянавалин қонпилен нинакет ойгум қалоқуманаанлен илли янмэнгеум камламасен акургам ленамал оннинвал атмургинат иул ат апеқаинти лен сиитин мюсир канута масэлвнинэн тақинат ама моргаутва гинқайт қонплен канут ленам тангэмэл ньюқанат любой каприз вот канут нинэн тақинат ленэут Тойонгурин гинитек лен он антак ваангяк лэмгэн кана тарангак эноллаатак лен нинэниулэ кан бутку алама ngырохсэтэн кан никита нуйоқанат
экпурга таванам какан мыгисер нинен лакина теретем лемга канейлек туревир это Коран матсхау каннетейка канат. Я очень благодарна своей бабушке Рультатваль, которая они взяли меня на воспитание и настолько вот так воспитали, что я вот пошла, вот если бы раньше были бы, наверное, педагоги бы высшей категории, вот, наверное, все наши бабушки такие, вот, свои дела отлаживали, и вот только нами вот, а что хотите, вот это давайте это, вот, и по ягоды, и там что-то кроить, что-то шить, короче, всегда навстречу шли, и вот поэтому я, наверное, и пошла по стопе вот своей бабушки Рультатваль. И у меня вот старшая дочка Евгения, по-русски она Казанова, а вот у нее чукотское имя, у нее Рультатваль, потому что вот прямо вот она пришла, такая вот и по характеру, и по такая вот силой вот такая вот она всегда навстречу, куда пойдет, там это сделает, позвонит. Вот. Ну вот, это вот я начинала только, да, то есть это я тут вот пишу за свою бабушку Рультатваль, как они меня воспитали. Вот. Это вот дедушка Теуринкеу, а это я вот маленькая, мне 3-4 года было, вот такая вот маленькая была. Вот. То есть, и вот муринамка тите вот мургинат анпиян вот нрем кисахинат контелауте, и вот кунесе мури лум пирите кам контелат это коранцет нюканат эмимгакахат ям эпирика энтеркринит. Это пела каутит кинемакан кам масан нетнет. То есть мы настолько были окружены вниманием и любовью, что даже вот когда наши дедушка, бабушка, там все, кто ездили в гости в Канчаланскую тундру, и если нас не взяли, то они говорили: а почему вы от не приехали, а где ваши девочки? Ну, хоть вы не родили, но так воспитали, что настолько вот оно прямо и видно было. То есть настолько мы были, то, что мы думали, о том и говорили. Ну, все в таком возрасте, все дети, наверное, были такие. Ну, очень интересно. Я всегда с теплотой вспоминаю вот это детство. Вот. Потому стараюсь память своих дедушки, бабушки, все это сохранить и передать своим воспитанникам, ну, детям, внукам. Вот. Ну, родной язык, это, конечно, это самое такое для меня, ну, я даже, да, это душа моя, это мысли, то есть, конечно, много думаешь. Вначале как бы говорили: вот вы думаете по-русски и потом на чукотском. Но это неправда, мы думаем на чукотском, и потому у нас и вот. Ну, я вот про обычаи, это я говорила уже, ремесла, то, что мы, это то, что мне вложили, то есть это выделка обязательно, то есть последовательность какой, как сделают со шкурами, да, с камусами, что их правильно надо именно. Тут все зависит от того, что как даже забили, как правильно его разложили, высушили. То есть это такой, на самом деле,
надо всегда соблюдать вот именно последовательность. Затем, если его высушили, то его используют сначала, как бы он, ну как бы не то, что там вытаптывали, а просто его использовали, чтобы он размягчился. Вот. Когда устанавливают полог, это спальное помещение в Яранге, то его эти шкуры, они сначала ложатся, а потом сверху уже спальни, которые на чем спит. То есть получается, что оно постепенно вот так вот размягчится, а потом уже на следующий год уже, потом только начинает уже снимать мездру, затем собирается именно свежий, вот только вот пригнали оленей, то собирается оленей помет, вот, его собирают и варят немножко, вот, и потом только уже когда мездру сняли, только потом его, эту кашицу с помета, его только так вот ложат. Точно так же все и камуса, то есть это олени, да, шкурки, это ног, да, вот, все шкуры. И потом разминаются именно пяткой, то есть снимают сначала вот этот помет лишний, который убирают, его и нанвенан, то есть командиром деревянное такое сооружение, и внутри середина. И там вставляется, в зависимости от того, что мездру снимаешь, значит, надо сначала камень такой вот, да, находят специально такие на берегу, такой округлой формы, и этим сооружением, этим камнем его разминают, размягчают саму шкуру, мездру, а потом меняют камень на железный, такой круглый, то есть остренький чуть-чуть, и начинают мездру снимать. Вот. И когда уже когда уже помет, уже когда через 2-3 дня шкуру уже разворачиваешь, то вот этот лишний оленей помет, его острым железкой его убираешь, и потом начинается уже, разминаешь уже пяткой, голой пяткой, сушишь, и оно как бы растягивается, и хорошо, то есть, чтобы он мягкий был и быстрее высох. Вот почему именно вот пяткой вот, это так делают, это сам процесс вот этот. Вот. И потом уже после вот этот, когда все, шкура уже готовая, то весной уже собирают именно вот ольха, его не то, что там есть ствол такой вот есть вдоль, вот, а есть, который продольный, вот именно продольный его этот ствол рубят и потом снимают кору. Вот. Кора это ее сначала подсушат, да, вот, хорошенечко на ветру, чтобы она там подсохла. И когда нужно будет для дубления, чтобы он, потому что после вот то, что оленем пометом сделали, то обязательно надо его именно этим вирвир, то есть этим ольхой, надо обязательно его помазать. Вот. А сам процесс вот этот ольха-кора, его, когда уже она высохнет, то именно заливают мочой, которая вот молодые такие женщины, вот, и чтобы не было там таких вот критических дней, вот именно чтобы был такой чистый, вот, его заливают, и он стоит где-то там ну, там, в темном месте, где-то там он стоит 2 месяца, вот, стоит, оно там как бы квасится, и только после этого его можно использовать для того, чтобы вот эти шкуры, которые после оленевого помета, которые уже и пятками высушили, все размягчили, и они вот имеют вот такой вот
легкий. Вот для того, чтобы для дубления уже смазывают вот это ольхой. Вот. Потому что даже если вдруг, ну мало ли какие бывают непредвиденные обстоятельства, намокло, его просто разминает вот так вот, и оно такой же вид оно потом превращается. То есть, ну, такой вот процесс. Вот. Ну, нин вакон по нин мури тагмат лоорайлт ана неосхатын мисер нинан лемури калоком наппалауама нинеута мури немака винцен мури теннелгэн мури сама плиткон кана кана вира нинцахау мури нинаматле мури. Вот так вот вкратце я рассказала о том, что вот я на русском языке сам процесс, который вот. И немка не вутла умури я нот тейлинг лемгак этлит памят каннанат олкинат канат мигсер неостхатен нетек мури невинцен мури нқорбут куяцы та қонайнг ир это клаулцен потом лемнген кана кемлилут ледм теретем кан бутку яцы. И для начала нам бабушки, мамы, они нам давали такие простые вещи, которые шить, допустим, те же рукавицы из камуса. Вот. Затем, ну, в первую очередь, конечно, нитки, вот, крутить, потому что это очень важно. Вот. И сколько ты сделаешь, рыцир, это тарыцин море, это не вацайос, это цайома или не лен мургинат кон пнюканат иулет нятмгет вака лен вот нин пцетял история тарыцин цнетек. То есть нам бабушки, мамы всегда говорили, не надо сидеть сиднем. Вот сидите, разговаривайте, ну и нитки крутите, чай пьете, нитки крутите. Вот таким вот образом мы воспитаны. И начинали вот шить таких вот простых вещей. Рукавицы, потом чижи из оленей шкур, затем все посложнее штаны мужские, вот. Потом уже кухлянки, потому что там надо тоже знать технологию, как правильно использовать, какая шкура, чтобы рисунок был, подходил. Допустим, если для ребятишек, вот, которые маленькие, да, допустим, до 3 лет, то там, конечно, старались такие красивые, такие вот пятнистые такие, чтобы, ну как дети, они цветы нашей жизни, вот. Затем уже, если до 35 лет, тоже старались вот такие вот шкуры, из этих шкур шить. Вот. Уже после 35 лет уже такие более такие однотонные, светлые тоже, ну, допустим, серый, да, вот такой вот. А уже постарше возрастом уже такой вот бурый цвет, вот так вот. А уже, допустим, последний путь провожали, то чисто белый только, вот, кухлянки, штаны, торбоза, шапки, рукавицы, все только белое, вот. То есть вот такая последовательность, да, нас вот учили, и чтобы мы могли все это по жизни все это нести, вот, рассказывать, показывать своим, вот. Ну, конечно, кавлирание хонпы тейген мури немака мурумил лоорайт амел эйлек нингет кумури кама кана тео алтиннетек мури лэмга виллеу тиннетек мури сама кнотелен кинемил улуу тиннетек мури корав ау тининайо мури
вутку эти не на море вутку нкана аттамкаути не цилмуре вутку леутти лейлгэл нк амнин темпенинемел наннаман море нкан аттамкаути лмгав аути вутку нкана кама нин канут теленкинемел сама канут синит канут ктигн канут нкаскота но тасхсо попен аллиқан ко неме оранган коре нкаманян тенгилетна тлен таумесинка линнелгмори тита нкан нинауто море нкан аллекин итакама қораунцет нкан тенгетти винмалтитвунат нкан какват олтиннете камори лемген кана вилтекитсенемакайн кана сентябрь вуткуа вулкақоран мат вутку илкин яалақан камнема канам қорат неймит канат кама кана текитсен нинайо канат теутсикум камнемақа канут ненулуу канат и вутку плитковасы инвест канут мес мат лонгетн кана мес қиуяқанен мес нгаргинен нинагото канат кама камайлам тангам алангетн кана кан нинену морин кан вилтекитсен лемнген кана немақа нинену лууморин кана кам моне нин вален теегет немақа нетейкамури камайлам аланг нинлен қитук нина смыткалляу огулама нина панморе смыткалляу ледмл он кангэн мэлтвунат мингамил тенгет ямалун вален нетейкамурин кама югт темпенинэ билнин каметва море қалуқама огон нин инмэнгомури сама клеқатсаран тан кантенгет каметвак. Ну, соблюдаем, конечно, традиционную пищу, потому что сохраняем и используем. Ну, к примеру, летом мы то есть, если мы рыбу мы ловим, да, то есть сушеная, вяленая, да, рыба, юкола, да, теоль, то это мы используем. То есть вначале она только, когда ее сделаешь тогда, юколу, то она немножко отвисит, ну, примерно где-то 2-3 дня повисит на солнышке, и потом ее варится. И с нерпичьим жиром очень прямо. Я даже одно время, когда где-то начало 90-х годов, голодные времена были, и мы вот так вот развесим возле яранги рыбу, потом через неделю мы смотрим, а куда делась? Оказывается, то есть настолько, не то что от того, что они кушать хотели, а просто им вот один раз угостишь, да, вот, допустим, вот славянский, да, своих друзей, и они потом после этого, им очень это нравится. И вот даже если меня нет, то потом они позвонят и скажут, мы взяли, вот, Галина Ивановна, вот, рыбу, мы хотим тоже сварить дома, и, ну пусть не с жиром, но хотя бы с маслом растительным, вот так вот покушать. В общем, вот. И обязательно готовили квашеные головы рыбьи. То есть традиционно выкапывается яма. Внутри ямы ложится трава. Вот. Обыкновенно вот эта трава ее ложат, потом поверх этой травы ложатся уже вот эти амельки, то есть это косточки от рыбы, вот так вот прямо дно, потом по краям вот так вот ложится, и потом после этого ложатся головы киты, вот, и добавляется обязательно икра, вот. Икра, потом листья ивы полярные,
и закрывается таким же образом. Сначала косточки вот эти, да, рыбьи, потом трава, и потом только земля. И почему именно вот эта традиционность, вот это? Потому что даже если воздух, он как бы, ну, кажется, что она не попадает. На самом деле технология как раз вот и соблюдается. То есть воздух, то есть этот ветер, он все равно, он бы как проходит, и оттуда, и потому, когда время назначается, ну, допустим, по времени мы смотрим, выкапываем, и оно даже не задохшее, а именно вот так вот приготовлено, как по технологии, вот, как положено. И кушаешь, очень вкусно, и самое главное, что это оно уже расщепляется, вот такие вот микроэлементы. Точно так же, как и оленьи туши тоже. Вот, уже в сентябре его забивают и залаживается в ямы. Вот, то есть это мешок и потом в ямы. И уже до заморозков ну, уже вытаскивают. И оно всю зиму мы можем есть. То есть это и в вареном виде, хоть строганина, и кита. Рыба тоже она ее в сентябре ее мы, даже в августе мы ее ловим, потом мешок и тоже ее в ямы. Потом уже после заморозка ее вытаскиваешь, и всю зиму можно строганину, и хоть варить, но обязательно с нерпичьим жиром. Вот. И обязательно есть такое блюдо, вильсмульсимуль, то есть это оленья кровь, оно тоже квашеное, ее свежую уже залаживают, то есть предварительно жарится на костре губы оленя, копыта, хвостики там, потом печень варится, почки варятся. И вот это то, что обжарили, вот копыта там, да, губы, вот, и обязательно их счищаешь от копоти, потом замачивается, на завтра снова все это очищается, то есть она размачивается, все это очищается, и потом после этого чуть-чуть их провариваешь, и потом ложится все это в кровь оленью. Вот. Мама моя еще добавляла туда, ложила хариус, вот, рыбу, тоже туда. И вообще великолепное блюдо. То есть как раз весной уже вот тоже хочется такой витаминоз такой вот. И вот это все, что хоть оленя такой вот технологии, хоть рыбу, кровь вот это все хорошо кушается. И тем самым иммунитет, все это. То есть тут важно, конечно, обязательно все это знать, использовать. И самое главное, что это надо молодежь. У меня, например, дочка ей вот на следующий год в мае будет 50 лет, но она до сих пор аж прямо ее в дрожь берет, когда если я, не дай бог, ее не позову. То есть настолько, хоть она в городе живет, и замужем она за русского, но тем не менее все равно то, что заложено, вот все дети, они с удовольствием всегда едят. Вот. То есть и мы, региональная общественная организация, мы стараемся всегда именно вот все вот эти традиционно обрядовые праздники Чукотки и блюда, все это до сих пор вот мы используем, и приезжают с районов тоже, помогают нам, привозят свои, допустим, мясо морского зверя, и таким образом пополняем вот рацион. Даже бывает, что даже устаешь от той пищи, вот то, что вот мы ежедневно используем, супы, там вот это все, тоже устаешь, и хочется свое вот это. И سيتنا قيمتت كل ومقاسن قنوت كوكارن نقن صوب نقن تمكقن كنتوق نكقاسا لم يو أتقن مثل قران تل نراو تقنت
циут атлинка ян пелауллинаатам кутти яраутлинат матсамал яраутлинаатам qol qlaulqa yatamngeuqqaallan kama nuqat pasum quna yapellallin taana ngilpullak namaqataan Vincetsen циук лута этатак месмелатим кама ледма грок тлаунгитн кан леюаатхан бутко нгаргин таумэсн кин алэм кама клаулте кан ялкаллинаат нгалбуллат пуур циул нка яраутлаат кам намгилаахаат амимба нкан оратсаqa qomuni umuri vesum qon torusen yarautlен вааняван уинга qalliin qana yatamngeulen butko enmesmana ella yaallaallen butko suut mengen масамал онқан онқан qораанцақнаатан хнута энмесмана яқораанмат коллинаатаман кама неме qolun qan неме яан qan qораанцатнаатам кам суут менген яраутлен ледм мес нуйоптақанам кама ледм акпурга ли qanut niausauqan itakama aqaniuqan vesum qonlimingtsiwa minkrin allin qana kama engengilin engeuninat allunum niuqan qana li ami niat plekut kama autin qan nturqanat qiyunat kamneme tempinnemil qimeunat kama liarat kol atqan kham tagmal delhitanier allin leeran qalluqum namaqa liposingat qan minkra qattin qan qlaawalqa ладм яраат коплкок нюқан яплен қаутан плект нан плект эпирилнат маллаатам кама аути аутоланатам кривиллинат қана аути аллам таунатурқинат яаюлинат кам нюқан қана месенке ниотелқан нан пеллақа цараута qaulinaanni etsatak luut oraangalpulli apatnilleaqan qol niuqanat meeginlun yarautllan taannassumteaqanat waaqanat nuuyoptaaqan narautaqan nilleaqan orayaraanqarsauta qor meseemeq niuqanatn qanqinin vaayakkan qan nilleaqan qalliin qanallun yeellin kama yamngiltallin niuqan yalliutiyoo atllan kamuro qallaungatam kam tekemllun oraalvaut qalluqum sattiamaun minkriwallan qan orayaranqasaatullan tlanvan kam oraalvaut yataallan qalliin qanaanqaasuurmita minkriillan yilqallin anka qanut yanut llanam naan minkan yaan kalen tangaqitaklen qutqan wa biringa qan moria qan tangaqitaklen kam inken qoren qana kasatkat inken leewaqanat kama antan qana depirillen kama qanut uramingsi ura qana yenlatallin kaman kubutko tiita rauta allan len nina winset qana nina piriqin len anut memultuul ilir anut nienlatet qannakauta kama qanata qonpeut am qana grom pletko qonpelana mulo qana namnamken qan qoraansetken qonpa ninaimit kaman qan kokaran qan qonpa qanota nkelen na qoran matqanat kam qonpelen ka ntaarun qanat ninwa tempeninimil kokaran ka ntlbaqan есть вот где я росла qaimlet qulvem и там есть
сопочка кокаран, то есть перевернутый котел называется, если перевести его на русский, то там очень богатые пастбища и олени очень спокойные, но тем не менее работы проводились там, да, мероприятия, как обычно вот при оленеводской бригаде, и стали возвращаться, уже сильно стало задувать, прямо очень хорошо дуло, но тем не менее все стали возвращаться в Яранги и оставили только дежурных в стаде. А когда стали спрашивать, мол, а ты видел, вот у нас один, что-то нету одного человека молодого, вот. Ну, там друг друга успокаивают и говорят, да, наверное, он остался помогать, там, дежурить. Через 3 дня пошли менять дежурных и спрашивают, а где парень-то? Говорят, а мы думали, он что, он не с вами разве? Нет, мы думали, что он с вами остался дежурить. Ну и в итоге он сильно прямо, даже видимости никакой не было. И он свернул совсем в другую сторону. И шел прямо по льду, шел, но тут вот Беринговое море, оно, вот тут вот лед, вот поблизости, да, а там далеко, там оно не замерзает, это море. И его спасли касатки, вот, касатки спасли, и вот он, посадили его на спину и увезли и на ближайшую подсобку, и старались его, подкармливали, и когда уже время наступило, а мать переживала, говорит, как же так, все вернулись, а его нет, как быть, и позвали шамана, и он стал приготовился, так вот он стучал, что-то там, ну, связь была как бы, ну, у них свой там ритуал и связь с высшими. И он потом говорит матери, где его тарбаза, положите туда прямо вот траву, сверните и положите прямо в тарбаза и повесьте его на место туда, на вешала. И когда повесили, он долго-долго шаманил, вот, пел там, потом матери говорит, ну-ка, дай тарбаза, вот, его тарбаза, который ты повесила, и положила новые стельки из травы. И она подала, а они уже прямо там настолько прямо истребились, то есть настолько мелкие стали, что как будто вот 100 лет вот ходил он, вот. И он говорит матери, не волнуйся, он живой, где-то ходит, в общем, короче. И потом, когда уже погода хорошо наладилась, все это, и он, вдруг кто-то там со стороны стада идет, думает, странно, что-то дежурное, раньше времени или кто-то там идет, а он свистит и идет. Вот, оказывается, он рассказал, что его спасли касатки, вот. И после этого случая вот это место, вот, сопка, перевернутый котел, кокаран, там стали всегда проводить обряд благодарения. Специально забивали оленя и как бы оставляли вот это все там вот. Ну, это вот то место, где я именно росла. Веду традиционную культуру, то есть там мне и чукотский язык, этнография, история обязательно вот, ввожу, вот, ну, фольклор обязательно, то есть не только чукотский, эскимосский, но это в зависимости от того, что какой год обучения, 1-й год, 2-й, 3-й, 4-й. Я потом просто дополняю, усложняю, и чтобы уже и песни танцевальный фольклор, и связанные вот с чукотским языком, и эскимосские, вот. Вот это вот изменение климата
То есть, если в это время раньше уже вот сентябрь, октябрь уже снег падал, а сейчас, конечно, долго, может, в ноябре выпас снег. И это, конечно, то есть очень сказывается. Вот. Канутумган тлен кинамил наппал авама тлен мес конпен некенгил анмори юитам тлен бутку тлен ва иинет талпунгоқан бутку атлеткен самаангот kan ва намака мургиннан kan лиман гот kan намака тлен бутку ва плеткова бутку тлен ва ногот плеткок бутку хитан қайтақин kan мургин лиман нканата тлен намака сама масмул намака қораунцэл намака конплен нийлээтгэн коронаман алаатқан амнуутасқан канут албаут тлен нқитақин сама тээнгеттин kan ваатап kan акаперек алтсэн. Ну, изменение климата, оно во всем это чувствуется. Если мы маленькие были, то уже в октябре мы уже обучали, то есть уже оленей. То есть октябрь, ноябрь, вот этот уже период этот всегда, то есть выпадает снег и начинает наши старшие поколения, они обучали оленей, и мы в том числе тоже телят вот таких вот 2-3 года мы старались тоже приучаться и обучали, то есть нам показывали, то есть это, и мы старались тоже, даже могли вот на таких вот телят кататься, за дровами ходить, ездить. Вот. Даже вот далеко не надо ходить, вот Лиман тоже, оно только после Нового года только начинается, вот в феврале месяце только начинается вот трасса открываться, и то есть лед хорошо застывает. А раньше оно уже в октябре, уже в ноябре уже прямо могли мы ездить и на собачьих упряжках, и на оленях, и машины. Вот. То есть все равно сказывается вот это изменение климата. Вот. Ну и рыба, конечно, тоже. Если раньше даже вот больные рыбы, то есть кита, допустим, да, вот глисты там, да, вот они могли там одну поймать, либо там среди 30 рыб. Сейчас прямо каждый второй, каждый третий, вот такие вот больные просто олени, эти рыбы. Ну, вот. И дичи тоже самое, что-то как-то прямо вот. Ну, ухудшение состояния водных ресурсов. Ну, я хочу сказать, что то, что вот тут, допустим, рядом, да, если, допустим, вот взять реку Казачка, да, вот это, да, это же называется Тамтявам, вот, на чукотском языке. И оно берет устье, вот гора Дионисия, оно там берет. Оттуда идет прямо вода, прямо белая, студенная, прямо пьешь и никак не напьешься. Вот. И она сюда вот идет уже такая вот. То есть это тоже в зависимости от почвы, да, вот, к примеру, гнилое вот это место. Но тем не менее добавляется еще то, что вот эти отходы, это тоже много значит. Уже лет 30-40 все строят водоочистные сооружения и не знаю когда. Вот.
и конпа мури немака бутку леран мутку тамбо акмигисерета конпа ниаллин море нкан элек конпа нинапири море ngin qautien kam ниаллин море ngotkанва сопка Михаила Концан нкан рамаут нинка леран нетека море лемнген кан манеорат нинка нкам нингитко море нинеиси море нкан нутеиси море лен нтетеу эл море нкора лен нка илли ниная море ngin qaute лемнgewa ngutkekina termet нина цна нинетсуркана теингетти имар энуте цокатте лен нкама юриушин кун мигисерет канва бассейнак тлон вутку мигисерепткока ньоканат нкан Халецкая Светлана Николаевна ньокан нкан теингет тпиринат нкама кантлататнят лерауте лен везде хотско нинайокан нинасет кан моркауте лемгева мутку оттаттырг каса нес аматлинген километр онка намака нка намака нкан июлек нка нтарау море кайлсоком клиннен кан кетан кан нина нингитко море нтете ол море нкорен кан вутку понделек он ыцик муткуа тымлан нкан ринге кынкы намака нтарау море леном илхинка намака ниная море леном камайлам лен муткуа лен ngin qauti qanut lager titangan kalet kurak longut wal mut kwa konpa lager nitwakan nkama ledum klikin matling khaw qasa orail at ngin qauti lemnga mas namka on twakanat nkam muri len ke lerak nitwa more gmo nautya Светлана nkam Анатолий qolingan Николай Анатольевич намака патау иллон мигисереткан лен кон помурин тваморе куттем лен кликин млин қаупарол нкангин қаути ниетнат нкамнин кнотем сингита неделен кен куттин твақанат куттин раутақанат лемганин конп нилпур этнат мурим лен конп нтваморе лен нгаргнен лен сама леном клесеук муре Светлана нутеиси море ngin qaisen Николай Анатольевич нан лен ниетейк канат арытте нкан ваатлат нкан лен нинениулеоқан канут лемга нуиқен улқатвек қаплуутсет канат леном жингэк лен нкэлен нлеул анморе моллентон кана намака қолватсан кана ламмэл кана нинайсимурин кана нин яранга кана лен акпурга лунтенгитет рамаутен кината кутингана лен генслунгэл море итек лен амкан яутсена кон плен кан тамлангаин кан нинай уморе. Но я только когда начала работать здесь в 2001 году, то директором была Светлана Николаевна Халецкая. И когда мы приобрели ярангу, вот эту ярангу, в которой вы были, то мы сначала нас увозили за сопкой Михаила, там есть охотничий ручей, и там мы устанавливали ярангу, палатки, собирали там все зелень, варили там, специально все заготавливали для кашицы зеленой, для обрядовых блюд, корешочки, белорыбицу ловили, вот. Там мы месяц были, вот. Тут Любовь Михайловна Красикова, она проводила всякие вот такие квесты, там собрать там нужно было рюкзак, там что-то найти, в общем, вот такие очень интересные. И настолько, вот месяц мы там были, потом переезжали
вот тут вот на 15 участок, это отсюда 7 километров, там мы тоже стойбище делали. Вот. И уже в августе месяце мы уже на горе Дионисий, там у подножия, тоже там мы уже собирали уже ягоды, грибы. Вот. И со Светланой Анатольевной Науте мы там постоянно были. И с нами был еще с ПТУ вот, преподаватель Николай Анатольевич, такой молодой парнишечка. И вот он с ребятами стругал ножи, чтобы все у них было по-настоящему. Лук, стрелы, там, сабли, пистолеты, короче, все, вот, ружья, вот, все прямо он готовил. И подводили к тому, что мы легенду про нашего чукотского предателя тоже есть мысль, то мы искали пещеру еще на сопке на горе Дионисии. Мы там тоже искали, каждый год мы меняли месторасположение, то есть в этом году вот это мы обойдем кругом, на следующее лето другое. И вот так вот мы, то есть настолько было интересно работать, что даже вот дети, которые уже побудут с нами неделю, по 25 человек. Тут было, в школе не было, мало там кто был, трудовой лагерь, допустим, а в основном летние лагеря были здесь во дворце. И 120-150 человек было, и больше даже. И вот все хотели попасть вот именно на стоянки, чтобы побыть с нами. И это и строить Ярангу, и разбирать. И мы специально вот меняли. Тут побудем немножко так, другая группа приехала, чуть-чуть передвинули, но переставили и уже, то есть показывали, рассказывали. И они, то есть практика вот была. И когда уже встречаешь тут в городе кого-нибудь из родителей, и они спрашивают, а что вы там с ними делаете? Я говорю, а что случилось? Ну, я вот просто не узнаю мы своих детей. Да, ну хорошо. Ну, я так просто, ну хорошо. Они говорят, прямо даже без напоминания. Проснулся, убрался, посуду помыл, пошел в магазин, сходил. То есть, если раньше могли говорить, не забудь, полы помой, это сделай, то сделай, 10-е, 5-е. А тут после тундры прямо все как-то, прямо даже напоминать не надо. То есть настолько самостоятельнее, потому что с нами все время были вот носители традиционной культуры. Это бабушка Неок, это и как ее мама этого Этуя Андрея, вот. То есть и Ирина Григорьевна, вот все они вот сюда приезжали и показывали, то есть рассказывали. Даже вот когда Ильхангок, не Ильханмури, и някка қаутилен қанот қонпы қанот нмас ну сун пенсулятан лен мас авқанат нюханат кутуайва еттиутлера yorosуко юутнемақа умоттеянгитсен инкин амцинитан қан yorosко нилқатнат ама епам элқаткам эпақа қаннеукын урауқ и нилқатнат минқаутам нюхан эпақайва ураулин аптамуре немақан урауқанат камин палом телқанат аппангал иутсатванган яуккана лэдэм литангис атгал лэн ли емониалақнат нилқатнат қора ин ануйоқнатам нақам қонпа нинаймеигм қад микинтин қана иутва этсата канот нанқау звено нганнанқас ниисақау звено микинтинка инқаути цайпат канат лэдэм цайоккун нинатеек канатам лэдэм инкама нуйоқанат камниоқанат этақун галинава намнануйо эллиннгаануйока нқад ниоқан галинаванна маатсамал цайкукат нититнат камлелин кан пеньолик мал навак санбак оппут бутко кнуйоутснат ет анкан цаукарте мал атайнгит кантунат мдикко кнуйоутснат мал мо митак телинеп туйоут атаун палом тело биткод мал цайкукат титит атам
тэнгет мэл он кана цаайукот мэл итээклнат нахамнина переханат кан тлэнам тлэн сковородка не перехан вон нанин канут нэнэ ёхнат мэл кумайлам нёнгори яават нин цокатте нин цвита нин такат нқоргымнан нинё нин цвикан кан мэл эте ника катсилнят пааллинлэмген кан соорат сыр мэл он кан катсиллитс тлэн нин намака гин қаутин юқат нин цикан кан галинаван нюқан мэл эте нин шаба амкан ауна пирит тлэн кунасан кан пирик тлэн нёёқнат ремкан цаайоқанат аяпа цаайока нантоқанат нгарунаута нлутайсқиоқанат и амон канам қатсапнлеит анут нцеқмак нқан ньоқан амкатса параутика нқан уттақаутақ перигнат тлэн нунгелқанат лутеплкук нқан нина переқанат нқан уттақаути нинайоқнат нёуканам конпен нинцерун неллеқанёқан куккен лингатал лэн яққам лэн пур намақақаттақа пил ақанутнлуут нама нина переқанат кам канут намақа лоот утеусқиуқанат намақа кан қпирин коингэн улам кан куккен кам оранган қора иетек кан это мимлак цельките лен каймитсинет лен немака нет канат мимбл неукана ньоқан кке аймал лен инама напаткат киттянтат канат қалоқом лен хитангис атқанат юука канва эпеқана ньоқан лен кке лен найма канат нунгел канат лен ин конпилен нқаната конп ньоқанат мутква лаатллиит ньоқанат лен ба лен емамутлиат лен елгитэн мэнгеутури и вот когда мы вот жили вот этим стойбищем, то всегда мы брали вот наших носителей культуры. И вот бабушка Нелка, она спит там, допустим, ложится в полог, вот, спальное помещение, и девочки там, ну, ребята спорят между собой и говорят: а что ты опять легла в полог? Ты же вчера ночевала, теперь моя очередь. Ну ладно, ага. Так уже не спорят. И так вот человек по 9-10 вот так вот ложатся в полог. И вот только бабушка еще не спит, она только голову высунула наружу. Вот. И между собой дети говорят: бабушка голову просунула вот в сотан. И они все раз из полога и лежат. Значит, бабушка будет сейчас рассказывать им сказки, легенды. И вот они слушают и незаметно засыпают. А у меня висел всегда список звеньевых, и кто на завтра дежурный. И вот они начинают утром варить тихонько, так прямо, чтобы никого не разбудить. Чайник скипит, второй. Давай Галину Ивановну разбудим. Нет, Галина Ивановна сказала: пока все чайники вокруг костра не будут сидеть, все скипевшие, только после этого. И нам надо приготовить еще бутерброды. Вот. И они еще между собой говорят: не надо напополам делать. Галина Ивановна сказала: вот так вот, только целиком. Только маслом намазать, сверху колбасу, сыр, там йогурт, все это приготовить. И когда все уже готово, берут сковородку, ложку и начинают поднимать весь народ. Кто в пологе, в яранге, кто там в палатках. А прежде чем идти в ярангу завтракать, все бегут в кусты, в туалет, и обратно идут и говорят: а что ты один, так пустой идешь? Вот. Галина Ивановна сказала: там надо дрова, кустики тащить, вот, ну, сухие для костра. И вот они соберут, и так вроде бы незаметно положили, а бабушка Нелка, вот, она же все замечает и говорит: ой, какой молодец, ой, прямо какие дрова сухие. Ну, в общем, вот так вот все нахваливают, и они опять бегут, опять там этот сушняк собирают и принесут.
Вот. Идут потом мыться, зубы чистить, там все это, мыть лицо. И говорят, пустые не надо идти, надо обязательно ковш или там ведро, бидон, вот, чтобы на обратном пути уже принести водичку. И, вот, и начинает выливать общий бак. Слышно же, и бабушка опять нелка говорит, ой, прямо молодцы, какие воды принесли, дрова это собрали. Так они еще, прямо у них такой стимул, что их похвалили и снова идут. Потому когда родители встречают в городе и спрашивают, а что вы там с ними делали, что они прямо, вот все прямо. Я говорю, ну потому что пожили в таких условиях, что это коллектив, он как раз в таких вот условиях живя, они уже по-другому относятся друг к другу и помогают, и все это, чтобы лишнее ничего не валялось, чтобы все это было, все сложено, все вывешено. И все это на целый день шкуры все эти выносятся, все отряхивается, чтобы все дышало, как бы соблюдение антисанитарии, чтобы вот это все, это как бы, то есть то, что испокон веку вот это все соблюдалось, это все мы и передаем своим детям, потому что настолько все это, ну, самое главное, что это очень нравится нашим детям.